Эти бутылки, это же тоже не надо. Каждое утро у дворника Гульсеры Насыбулиной начинается с сортировки мусора. Это хоть и не входит в обязанности, но за порядком следить, говорит, кому-то нужно. Они один пакет несут и все, и бросают в контейнер. Там и хлеб, там и бутылка, там и все полиэтиленовые. У нас люди такие они. Тара для стекла, пластика, пищевых и перерабатываемых отходов. Летом во дворе на Декабристов установили контейнеры для раздельного сбора. Информационные наклейки уже стерлись, привычка пока не выработалась. Сейчас в Казани современными площадками по раздельному сбору мусора оборудовано 80% жилого фонда. До конца года завезут еще 17 новых емкостей. Но даже там, где они есть, по словам управляющей компании, люди еще не научились сортировать. Готовы это делать лишь 20% жителей. Остальные кидают все в общую кучу. Когда время есть, я сортирую. Но сегодня, извините, очень тороплюсь на работу. Дома все вместе в одном этом. Он туда приходит, стекло мы сверху кладем, он скинет, остальное вываливает. Вы уже, наверное, все слышали призыв «Сдай батарейку, спаси ежика». Да. Сегодня в ратуше мини-лекция об экологии и первые итоги внедрения раздельного сбора мусора. Собрали уже 5000 тонн вторсырья, и это неплохой результат. Однако есть и проблемы. Плата за вывоз мусора с введением новой системы расчета для многих выросла. Бизнес и муниципальные организации предлагают делать начисления по факту вывоза мусора, а не по нормативу. Платить за воздух мы не хотим. Муниципальным учреждением по факту вывозили. Цифра была одна, но сейчас региональный оператор предлагает цифру другого. В раза два больше, даже в 3. Решением проблемы может стать принятие нормативного акта, где оплату по факту предусмотрели бы законодательно. Это поможет снизить тарифы для муниципалитетов, бизнеса и населения. Для того, чтобы перейти на оплату по факту, нужно два момента. Первое – это наличие регионального порядка о применении, о раздельном накоплении отходов. Второе – его фактическая реализация. К фактической реализации мы все вместе идем широкими шагами. Документа у нас нет, документ нам нужен. Так уже работают в Москве и Московской области. Казанские депутаты намерены проработать нормативы, чтобы опыт перенести и на республику. Анна Городнова, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.